Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Акцент». В студии работает журналист Анивера Айтнимова. Сегодня у нас в гостях начальник отдела камеральных проверок налоговой службы Кирилл Афанасьевич Николаев. Кирилл Афанасьевич, здравствуйте. Кирилл Афанасьевич Николаев родился в городе Якутске, окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. С 2004 года работает в Федеральной налоговой службе, начальник отдела камеральных проверок налоговой службы, государственный советник гражданской службы 3 класса. Как всем известно, в начале мая завершается ежегодная декларационная кампания. Расскажите об этом. Ну, как вы сказали, декларационная кампания у нас проводится ежегодно и заканчивается она в срок подачи декларации 3 НДФЛ. Данную декларацию обязаны представлять самозанятые лица. Это у нас индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие, лица, которые оказывают услуги и работают по договорам оказания услуг, выполняют работы по договорам гражданско-правового характера. Также физические лица, которые получили доход от продажи имущества, а также в случае изъятия недвижимости для государственных или муниципальных нужд, которые находились в собственности физического лица менее 3 лет. А в какой срок надо подать налоговые декларации в форме 3 НДФЛ? Срок установлен по налоговому кодексу у нас 30 апреля следующего года за отчетным. Ну, так как в этом году у нас выпадает 30 апреля на выходной день, то срок у нас установлен 3 мая. Могу ли я в электронном виде предоставить декларацию, если я сама не могу подойти в налоговую службу? Да, вы можете составить декларацию в личном кабинете на сайте ФНС России, личный кабинет налогоплательщика физического лица. Также вы можете подать на бумажном носителе, непосредственно в самом налоговом органе. Или, если вы находитесь за пределами республики или России, вы можете отправить почтой. А как можно получить доступ в сервис в личный кабинет? Для первичного доступа, чтобы получить пароль, необходимо лично обратиться через операционный зал в налоговом органе по месту регистрации. Ну, мы сейчас ведем работу по подключению, у нас массово это ведется, и мы идем навстречу и самим физлицам, поэтому предусмотрели такую возможность подачи централизованно через своего работодателя. То есть можно выйти коллективно на своего руководителя и попросить, чтобы он собрал за всех работников заявление и самостоятельно предоставил в налоговый орган. А допустим, если человек живет в населенном пункте? Имеется территориально обособленное подразделение в Намском районе, так как наша инспекция номер 5, она охватывает Намский район, то есть туда можно будет обратиться. Кирилл Афанасьевич, у меня такой вопрос. А считается ли доходом выигрыш в лотерею? Да, такие доходы облагаются налогом. Тут были внесены изменения в налоговый кодекс в 2016 году. То есть по таким доходам физлицо обязано отчитаться в случае, если организатор лотереи, так скажем, кто проводил ее, не отчитался по доходам этого лица по справке 2 НДФЛ. В случае представления организатором за физического лица справки 2 НДФЛ, то представление декларации 3 НДФЛ не является обязательным. А если человек отчитался тогда? Если человек отчитался, мы принимаем его декларацию. То есть тут имеет значение то, что сумма налога, которую надо будет уплатить, с 2016 года налоговый орган сам начисляет. Раньше по поданным декларациям мы смотрели, сколько человек должен уплатить, какую сумму. Теперь мы смотрим по справкам 2 НДФЛ, которые предоставляют организаторы таких лотерей.
и самостоятельно начисляем в карточку лицевого счета в налоговом органе эту сумму налога. И срок уплаты по таким видам доходов составляет 1 декабря следующего года за отчетным. То есть тут немного иной срок. По доходам от продажи, допустим, имущества у нас установлен срок 15 июля. То есть в этом году опять-таки он попадает на выходной и передвигается на следующий рабочий, у нас 16 июля. Так, уточнить насчет лотереи. Если, допустим, я выиграла телевизор или машину, то я тоже должна отчитаться, да? Повторюсь, Если она не денежная. Организатор должен отчитаться о стоимости приза, скажем, или выигрыша, и указать исчисленную сумму налога в справке 2 НДФЛ, которую он обязан подать в налоговый орган. То А есть если вот у самого организатор не физлица отчитался, да, то, получается, выигравший человек должен сам да, отчитаться. сам да? отчитаться. Какими налоговыми вычетами можно еще воспользоваться? Так, ну у нас существуют стандартные вычеты. Это вот для льготных категорий лиц, также для лиц, у которых имеются на воспитании и попечении дети. Социальные вычеты для лиц, которые оказывают благотворительность, которые обучались, проходили лечение, также заключали добровольные договора личного страхования, производили добровольные взносы на пенсионное страхование, обеспечение и добровольные взносы на накопительную часть пенсионного страхования. Также у нас имеются самые популярные, наверное, на сегодня это имущественные вычеты. Эту сумму человек сразу получает или надо подождать вот месяцами, годами? Как? Ну, вычет — это понятие такое, то, что он уменьшает сумму дохода, а после этого уменьшения возникает налоговая база, из которой соответствующей ставки рассчитывается налог. То есть в случае, если после окончательного расчета окажется, что лицо переуплатило, скажем так, налога в бюджет, то он имеет право на возврат этой суммы. Кирилл Афанасьевич, спасибо за беседу. Это была передача «Акцент». До новых встреч!